течение часа абсолютно любой житель муниципалитета мог задать вопрос главе Сосногорского района, руководителю администрации Сергею Дегтяренко. Нужно было просто позвонить на горячую линию, организованную Сосногорской службой общественной приемной главы Коми в минувший четверг. Те, у кого было что сказать самому главному человеку в районе, воспользовались этой возможностью. Кто-то говорил о частных проблемах, интересовался перспективами повышения зарплаты бюджетникам, обслуживанием ребенка-инвалида. А кто-то об общих, о нехватке тротуаров, отсутствии освещения на той или иной улице, остановочных павильонах. Напомнили жители и о такой беде нашего района, как большое количество бродячих собак. Конечно, горожан интересовало, как решаются проблемы, какие мероприятия планируются. За исключением по-прежнему заключения контрактов на отлов, стерилизацию и выпуск обратно в место обитания, мы сейчас еще рассматриваем вопрос создания приюта. Но приюта не муниципального, а есть у нас такая некоммерческая организация, которая согласилась обустроить приют. Мы им выделили землю, помогаем им методически, то есть в ближайшее время на территории Сосногорска появится такой небольшой приют, где будут оставаться злые агрессивные собаки по заключению ветеринара. Как выяснилось, из-за недобросовестных подрядчиков не все отловленные ранее собаки были стерилизованы. Понятно, что популяция из-за этого только увеличивается. Ирина Эдуардовна, если вы где-то увидите беременную собаку, которая чипированная, я попрошу вас тогда сообщить в управление ЖКХ, где увидели такую собаку. Мы по каждому такому факту будем разбираться с подрядчиком. Да, желательно даже с фотографией, да, если есть возможность сфотографировать. Жаловались горожане и на нерабочие светильники. Как объяснила начальник управления ЖКХ, по одной лампочке менять нет ни технической, ни финансовой возможности. Но как только число неработающих светильников достигает 5 и более процентов от общего количества, а их, например, только в железнодорожной части города более 700, неполадки устраняются специальной бригадой. Эта прямая линия оказалась щедра не только на проблемы, но и на благодарности. Вас беспокоит. Мы бы хотели поблагодарить администрацию от всех мам, детей, бабушек за установку детской площадки. Установили очень быстро, качественно. Все довольны. Спасибо большое. Жители села Устюгтуй. Хотел бы поблагодарить за освещение улиц. И что дальше нас не забывали? Действительно, отметил глава. Этой осенью в поселках проведена большая работа по ремонту уже существующих линий уличного освещения. Свет восстановлен не только в Устюгте, но и на Пожне, в Поляне и на Верхнеижемском. Управление ЖКХ уже верстает планы на ближайшее будущее. Вы знаете, у меня больше не вопрос, а пожелание. Много, как я погляжу, в этом году прошло ремонтов в школах. Причем они не закончились с наступлением учебного времени. Вот сейчас крышу в школе города ремонтируют. Мы, конечно, очень рады этому, что много внимания вы, Сергей Васильевич, уделяете именно тому, в каких условиях находятся наши дети. Я вот мама двух детей, один посещает детский сад, другой школу. Конечно же, очень видны значительные изменения. Стараемся. Да, стараетесь везде успеть улучшить состояние нашего образования. Спасибо вам большое за это. Успеха вам желаю именно на этом поприще. Продолжайте в том же духе, чтобы наши дети снова ощущали качество жизни. Спасибо вам огромное. Спасибо, Людмила, за теплые слова. Будем и дальше работать на благо нашего города. И, конечно же, в первую очередь мы прекрасно понимаем, что образование – это то самое начало, которое дается человеку в начале его жизненного пути, от которого зависит его будущее. Поэтому этому особое приоритетное внимание. В целом, как отметили участники, эта прямая линия прошла на позитиве. Город развивается. Конечно, невозможно сделать все и сразу, но в планах руководства есть и модернизация освещения, и дорожная деятельность, и многое другое. А значит, надежда на то, что с каждым годом жизнь горожан будет становиться комфортнее и безопаснее, несомненно, есть. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск. В Центре Коми и национальных культур прошло занятие студии народной куклы. Первое за долгое время из-за ограничительных мер. Методист Татьяна Старцева рассказала, как сделать своими руками русскую тряпичную куклу-оберег. Традиционная кукла-рябинка – одна из самых сильных женских кукол. Символ женской мудрости, материнства и домашнего очага. Она связана с деревом рябиной. В старину к дереву рябине относились с большим почитанием и не ломали зря, так как знали о ее целебных свойствах.
В качестве основы для куклы используют деревянный брусок, одевают в хлопковую или льняную ткань, которую закрепляют с помощью ниток. Рябинка – оберег домашнего очага. Ее вешают напротив или возле входной двери. Это отличный подарок. Студия народной куклы собирает тех, кто любит создавать что-то своими руками. Во-первых, я люблю заниматься рукоделием. Во-вторых, мы общаемся много, научимся очень многому. Вот. И вы знаете, как-то это вот дает толчок для того, чтобы двигаться дальше, заниматься чем-то, а не сидеть тихо у телевизора. Вот. Мне это нравится, поэтому я стараюсь быть здесь. Мне тоже как бы интересно. Я по жизни всегда шила, вышивала, вязала. И вот думаю, хочу сделать куклу, попробовать. А так мы там в коми-центре даже на батик ходили. Ну, раза 2 или 3 я ходила, вот сделали в рамке красивый цветок, нарисовали. Цель студии – знакомство с народными обычаями через рукоделие. В Центре коми национальных культур регулярно проводят мероприятия для людей разных возрастов и интересов. Узнать о них можно по телефону 5 40 07. Каждый найдет для себя что-то увлекательное. Полина Бастракова, Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. Юные спортсмены из Сосногорска в ноябре успешно выступили на 2 соревнованиях. Первенство Северо-Запада по рукопашному бою прошло в начале месяца в городе Выборг. Участники более 160 бойцов с 12 лет до 21 года из 7 регионов. В составе сборной Республики Коми наш город представили 8 воспитанников Сосногорской спортивной школы. Подготовка к соревнованиям осложнялась тем, что за неделю до них спортивные объекты закрылись на каникулы. Но тренер Константин Субботин нашел выход из положения. На стадионе «Гладиатора» они у нас бегали, прыгали, тренировались, в общем, на улице. Даже были задания им, чтобы в 9-этажных домах забегали на 9 этажи. То есть тренировались, можно сказать, в подъездах. И также я им давал указания по телефону дома, как надо тренироваться, чтобы не сидеть возле зеркала, отрабатывать удары, отжиматься, прыгать, выпрыгивать, пресс качать, чтобы они не теряли форму. Результат сосногорских бойцов – 3 золотые медали и 1 бронзовая. Александр Васинский занимается борьбой 6 лет. На первенстве Северо-Запада спортсмен выступил сразу в 2 весовых категориях. Я всегда занимал первые места. Так я сначала хотел в первую категорию записаться, а получилось так 2. И победил. Хорошо, потому что дерусь, техника хорошая. Сборная Коми в общекомандном зачете стала 3-й. Бойцам, которые заняли первые места, повысили спортивные разряды. Победители отправятся на всероссийские соревнования, которые пройдут в феврале в Туле. Тимофей Артеев на северо-западном первенстве завоевал бронзовую медаль, а на республиканском турнире стал первым. Соревнования на Кубок президента Федерации рукопашного боя Коми прошли 13 ноября. Мне нравится просто тренироваться и добиваться успехов. К чему стремишься? Стать сильнее и добиться лучшего. Там было около 60 участников, самые сильные с республики Коми. И вот они боролись между собой. По 2, по 3 боя у каждого было. Обычно на такие соревнования в Сыктывкар мы детей обкатываем, чтобы нам посмотреть уровень, какой они вообще достигают. На республиканский турнир отправились 11 сосногорцев. Ребята заняли 8 первых мест и 3 вторых. Сергей Горностаев раньше занимался дзюдо. Около полугода назад переключился на рукопашный бой. Это были мои 2-е выездные соревнования по рукопашному бою. Был у меня один соперник. Вначале проигрывал, потом соперник травмировался и в итоге выиграл 1-е место. Я старался, готовился, было не так уж сложно. В этих же числах в Сыктывкаре прошел турнир по смешанным единоборствам «Парма Файт». В нем выступил воспитанник Константина Субботина Максим Тихонов. 2 года назад он переехал из Сосногорска, но накануне республиканского турнира оказался в родном городе. Мы повезли его на соревнования по рукопашному бою. И так с течением обстоятельств сложилось, что тот боец, который должен был выступать на этих крупных тоже соревнованиях по боям ММА, у него произошла травма. И чтобы его заменить, попросили нас, чтобы мы предоставили какого-нибудь бойца, чтобы заменить эту категорию. Для Максима это был дебют в смешанных единоборствах, который прошел успешно. Боец одолел соперника. Тихонов получил предложение продолжить тренировки в этом направлении.
а бойцы спортивной школы готовятся к новым соревнованиям. 5 декабря состоится первенство Великоустюгского района по рукопашному бою. Полина Бастракова, Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. Жителям Сосногорска разъяснили ряд вопросов, входящих в компетенцию службы судебных приставов. Общение прошло в формате прямой линии, инициированной Сосногорской службой общественной приемной главы Республики Коми. На вопросы горожан ответила начальник отделения судебных приставов по городу Сосногорску Инна Кучумова. У меня вот сестра, ситуация у нас семейная, неважно, разгулять с мужем, 2 детей маленьких. У него в другом регионе работает, у него официальная зарплата небольшая, а это группа тогда на алименты, но мы знаем, и она это точно знает, что у него в 5 раз больше неофициальная зарплата. Скажите, можно ли как-то взыскать алименты из той части, неофициальной? Вы можете обратиться в суд, если судом установлена 1/4, то есть в долях. Вы можете обратиться в суд, приложить соответствующее заявление, соответствующие документы и взыскать взыскать алименты в твердой денежной сумме. Особое внимание Инна Кучумова обратила на такие вопросы, как возможность проверить наличие или отсутствие задолженности в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», а также иммунитет, которым обладают социальные выплаты. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми напоминает о возможности проверить наличие или отсутствие исполнительных производств и задолженности в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств». И для удобства граждан службой создан сервис, где можно скачать приложение в соответствующих магазинах, скачать приложение, набрав в поисковике ФССП. Также можно здесь же в этих приложениях подписаться и узнать своевременно о задолженности. Приходит соответствующее уведомление на электронную почту. Также этот сервис действует через сайт государственных услуг. Кроме того, хотелось бы уведомить граждан в преддверии новогодних каникул, выезжающих за пределы Российской Федерации, о том, что служба судебных приставов уполномочена выносить ограничения права выезда из Российской Федерации. И, соответственно, рекомендую заблаговременно убедиться о наличии либо отсутствии задолженности, обратиться на сайт ФССП, заблаговременно убедиться о наличии либо отсутствии задолженности. Если задолженность есть, необходимо ее погасить своевременно, дабы избежать неприятных ситуаций при прохождении таможенного контроля. Судебные приставы Республики Коми напоминают, социальные выплаты обладают иммунитетом. Обязанность по соблюдению ограничений в отношении доходов, имеющих иммунитет, в силу закона возложена на банки и иные кредитные организации. В ходе исполнительного производства должностные лица не списывают доходы, а также социальные выплаты, обладающие иммунитетом. К выплатам социального характера относятся такие денежные выплаты, как суммы, выплачиваемые в возмещении вреда здоровью, алиментные выплаты и так далее. Судебные приставы направляют в банк постановление об удержании с банковских счетов суммы денежных средств. Обязанность по соблюдению ограничений и обременений возложена в соответствии с законодательством об исполнпроизводстве на банки и иные кредитные организации. В случае списания банком выплат, обладающих иммунитетом, необходимо обратиться в службу судебных приставов для решения вопроса о возврате денежных средств. Это в том случае, если суммы поступили на депозитный счет отдела. Если суммы не поступили, то рекомендую обращаться в банки.